Облепиха обладает огромным количеством полезных свойств, благодаря которым она была известна еще в глубокой древности. Например, в тибетской медицине использовались не просто ягоды, а буквально все части этого растения – и листья, и корни, и плоды, и цветы. Древние греки широко использовали ее как замечательное средство для лошадей. Благодаря ее листьям лошади хорошо набирали массу, а их грива становилась блестящей и шелковистой. От этого ее называли на латыни гиппос, что значит конь, а фаус, что значит блестящий. А русскому своему названию облепиха обязана просто своему внешнему виду. Ее плоды настолько близко расположены друг к другу и к веткам, что это кажется, будто растение облепило полностью все желтыми плодами. Сок из ее плодов – это не просто витаминное сокровище. Его назначают при авитаминозе и болезнях желудочно-кишечного тракта. Кажется, из ее плодов широко используют в медицине как отличное ранозаживляющее противовоспалительное средство. Она очень хорошо помогает при ожогах любой степени. Ее применяют для очищения и лечения кожи. Она прекрасно справляется с удалением пигментных пятен. Кроме того, ее часто используют как лекарство от кашля в сочетании с медом. А если творить ягоды вместе с листьями, то это средство хорошо помогает в борьбе с ревматизмом и подагрой. Отвар же из семени обладает легким слабительными свойствами. Однако самым ценным является масло из облепихи. Оно настолько сильно, что помогает при раковых заболеваниях пищевода и лучевых поражениях кожи. Благодаря своим иммуномодулирующим свойствам, повышающим общую сопротивляемость организма, ее очень хорошо употреблять при беременности. Облепиха способствует выработке антител, усилению роста клеток, стабилизации клеточной оболочки. А все из-за того, что в ней содержится огромное количество разнообразных витаминов и активных веществ. Особенно полезно употреблять ее беременным, потому что она богата на витамины А, каротин, С, Е, К, которые в облепихе больше всего. Если у беременной женщины воспалена слизистая оболочка стенок влагалища, шейка матки или имеются другие воспалительные заболевания, то ей советуют использовать при этом облепиховое масло. А сразу же после родов тоже не спешите выкидывать облепиху и откладывать ее в далекий ящик, потому что если кормите грудью, то на сосках возможно образование болезненных трещин, которых тоже довольно успешно лечится облепиховым маслом. Облепиха обладает прекрасным косметическим свойством, благодаря чему ее используют в различных косметических средствах. Очень хорошо она справляется с проблемами увядающей морщинистой и вялой кожи. Она повысит кожный тонус, ее упругость и сделает дряблые участки кожи более эластичными, поможет при заживлении уже появившихся, но еще не глубоких морщин. У вас жирные волосы, для этого достаточно помыть волосы всего лишь яичным желтком, а восполоснуть после этого мытья волосы нужно таким средством: 100 грамм сухих листьев крапивы измельченно заливается 2 стаканами воды, добавляется к этому 1 стакан сока облепихи, поставьте настой на огонь и варите в течение получаса на слабом огне. Процеживайте получившийся отвар и полощите им волосы. Однако есть случаи, когда употребление этого лекарственного средства нежелательно или противопоказано вовсе. Например, если у вас общая повышенная чувствительность к этому растению при наличии заболеваний поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.